В эти дни все внимание им, непосредственным участникам войны, тем, кто, несмотря на все тяготы, одолел врага. Труженикам тыла, которые ковали победу самоотверженным трудом. Детям войны, чье детство было украдено голодом и холодом военных лет, как и несовершеннолетних узников концлагерей. К сожалению, с каждым годом непосредственных очевидцев войны становится все меньше. Но в республике делают все для того, чтобы наши ветераны получали самое качественное лечение. По уже доброй традиции в эти дни они поправляют свое здоровье в санатории «Максаковка». Елена Кононова продолжит. Они не любят вспоминать военные годы, но сегодня особенный день. День, когда мы победили. Большинство из них тогда были совсем маленькими, но даже спустя много лет они помнят до мельчайших подробностей, через что пришлось им пройти во время Великой Отечественной. Виктор Симаков встретил ее совсем мальчишкой в Лоземе, Сыктывдинского района. Рано потерял мать, потом война забрала отца. Вместо учебы, чтобы хоть как-то прокормить себя, 12-летний парнишка зимой работал в лесопункте маркировщиком, а летом пахал и сеял. 12 лет уже меня посадили на трактор. Вот представьте себе, я сейчас один раз посмотрю, вот такой пацан был, и меня уже поставили на трактор. Видите, все ушли мужчины на фронт, и работать-то некому было. Разница в возрасте у сестер Галины и Серафимы 8 лет. Одна – дитя войны, вторая – труженик тыла. Отец погиб на фронте, мамы не стало в 43-м. Старшей пришлось поднимать на ноги младших детей, сестру и брата, работать в колхозе. Наравне со взрослыми 10-летняя девочка заготавливала сено, сажала и убирала картофель. Приходилось терпеть и голод, и холод. Выучиться не удалось, окончила только 4 класса. Надо было идти домой, помогать бабушке, растить сестру и брата. В колхоз бегала работать. Андрея Клокгамера война застала во время учебы в ремесленном училище поселка Краснозатонское. В 1942-м их выпустили капитанами речного флота. И, можно сказать, сразу бой. Тыл тогда тоже был своего рода фронтом, невидимым, без которого ни одна победа невозможна. Совсем еще зеленые пацаны встали за штурвал, водили катера по реке, буксировали весной плоты в Котлас, Архангельск, Жешерт за 600 грамм хлеба. Во время работы всякое случалось, но на мель судна ни разу не посадили. У нас катеров было много. Они сперва числились за Локчим лагом, а с Локчим лага-то этих заключенных всех на фронт угнали, а нас, пацанов, заставили работать на катерах. Кто-то мотор заводит, кто-то за рулем сидит, плоты привязывает, никто не отвязывает. Все это работали, называется. Все, вот, допустим, хвост плота заносит, вот, надо его оттягивать, а там проморгали контрольный, который сзади плота стоит, катер. Все, и скандал. Колючая проволока высотой 2,5 метра, похлебка из картофельных очисток и проса и 100 граммов хлеба, в котором опилок больше, чем муки. Об ужасах концлагеря под Минском Николаю Суркову рассказывала его двоюродная тетя Екатерина Никитична. Ей тогда было 14, а маленькому Коле всего годик. Семья из Орловской области попала в концентрационный лагерь в марте 1943 года. 2 брата умерли от голода, а Колю, у которого от истощения ручки-ножки были как плетки, спасла мама. Я иногда говорю, очень просто говорю, что я вытянул себе жизнь из материнской груди. Вот таким вот. Из лагеря мы вернулись с матерью вдвоем. А 2 брата там остались. Отца немцы убили. Жизнь свою Николай Сурков связал с историей. Преподавал студентам в пединституте, после в СГУ. Вырастил 2 сыновей. Сегодня бывший узник концлагеря свое счастье видит в своих внуках и правнуках. Их у него 11. А совсем скоро выйдет в свет его новая книга, где Николай Сурков описал свою нелегкую судьбу для молодого поколения. Елена Кононова, Олег Юшков, телеканал Йорган.